Доброе утро всем здравомыслящим, как уже пишет в чате наш один из подписчиков Рустам. Действительно, здравствуйте, дорогие друзья. За окном вторник, 24 марта 2026 года. В Башкортостане 10 часов 1 минута, в Германии 6 часов 1 минута. И с вами здесь сегодня Женя Коноплин. И Руслан Валиев, доброе утро. Хотелось бы быть такими же смелыми, сильными и упертыми, как религиозная организация, как она, Господи, называется-то, самая известная, которая вчера ко мне наведалась. Я, честно вам расскажу, это очень смешно. Обычно, когда мне звонят в Дрездене в квартиру, то в целом мне привозят какие-то чужие посылки. Руслан точно знает, что это такое. Когда ты открываешь, тебе приезжает какой-то человек, говорит, вот, подержите. А я иногда наглею и, собственно, сквозь сон говорю «Здравствуйте» вместо «Hello». И тут мне в ответ кто-то на русском говорит «Здравствуйте». Я говорю, что, собственно, случилось-то? Они такие, вот мы хотим вас позвать на день рождения. Я говорю, на какой? Они такие, ну вот, в общем, у Иисуса Христа день рождения. Здравствуйте, давайте вот, собственно, вместе посетим. Я говорю, а вы кто? Такие, мы свидетели Иеговы. Да, вот я вспомнил. И я подумал, господи, ну вот сколько мне было, лет 6, они первый раз появились у моей бабушки дома. Вот я в Германии уже, совсем другой язык, совсем все, но ребята не отстают. Это великолепно просто. Вот сила, да, действительно, да, и причем русскоязычные же, никакие Вот, не будут. вот как они это просекли, я не знаю, но интересно. Да. Ой, ну что ж, друзья, давайте, как говорится, к нашим баранам. Они у нас в стране и в мире, плюс в республике. Это новости, конечно же, в данном случае мной так охарактеризованы. Начнем со сводки в мировой. Она уже появилась, поэтому давайте. В результате ночной российской атаки на Полтавскую область 2 человека погибли и 11 пострадали, сообщает глава областной военной администрации Виталий Дякиевич. Дякивнич, вообще-то. 2 человека погибли и 8 пострадали из-за взрыва в жилом доме в аннексированном Севастополе, сообщил назначенный Россией губернатор Михаил Развозжаев. Из-за взрыва частично обрушились внутренние перекрытия здания. Причина взрыва пока не сообщается. Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил свою работу после атаки в ночь на субботу, сообщает издание «Астра» со ссылкой на источники в МЧС России. Армия обороны Израиля заявила об ударе по главному штабу корпуса стражи Исламской революции в Тегеране. На 61-м году жизни скончался замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Швыдкин был соавтором закона о повышении призывного возраста. В Колумбии при взлете потерпел крушение военно-транспортный самолет, сообщил министр обороны страны Педро Санчес. На борту самолета находилось 125 человек, по меньшей мере 48 из них пострадали, они госпитализированы. Судьба остальных пока неизвестна. В Россию отправились первые группы трудовых мигрантов из Шри-Ланки. Об этом сообщил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян. Однако говорить о значительном притоке рабочей силы из этой страны, по его словам, рановато. Вот такая у нас сводка новостей в стране и в мире к этому часу по версии медиапроекта «Эхо новости». Ничего сверхъестественного и какого-то ужасного нет. Даже местами можно улыбнуться. Что и вам советую, дорогие друзья, несмотря на все сложности, все-таки улыбаться. Как-никак весна за окном и внушает некий оптимизм, пусть и очень осторожный. Ну, как же можно радоваться, если вчера екатеринбургский автомобилист обыграл Салават Юлаев со счетом 2:0, а в первой игре плей-офф. И, собственно, вот я сейчас сижу, читаю, у нас и на следующую игру, 25 числа, в целом прогнозы такие, что проиграем мы и вторую игру тоже в Екатеринбурге, хотя когда-то мы такие команды, как автомобилист, не замечали в принципе. Но вот, к большому сожалению, есть проблемы. Если я правильно понял, это плей-офф начался, да? Это первый соперник. Да, 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 первая игра вчера 2:0 мы проиграли. Вот Мгм. 25-го у нас вторая игра в Екатеринбурге, потом в Уфу мы едем. Ну, как говорится, посмотрим. Это может быть и не самое главное, но, но интересно. А вот
В чате у нас оживление, и пользователь ведомости пишет: в России свидетели Иеговы запрещены. Власти называют деструктивным культом. За религиозную деятельность их уже сажают. Путин не читал Камо Градеши Генриха Сенкевича. Ну, конечно. И это не новость, к сожалению, это давно происходит. Я еще на эхо только-только пришел в 2018 году. Уже тогда мы рассказывали о делах в отношении конкретных уфимцев, которых преследовали за, собственно, экстремистскую деятельность, только потому, что они были свидетелями Иеговы. Есть такая проблема, и это, мягко говоря, не новость, к сожалению. А вам Ну, спасибо за есть, подробности. есть ощущение, что свидетели Иеговы просто в плане своего маркетинга слишком далеко ушли от Русской Православной Церкви, поэтому, собственно, их и запретили, потому что иного у меня ответа нет. Конечно, никакой сектой это не является, ничего ужасного они не делают. Но вот это вот хождение по квартирам, какие-то праздники и прочее, они действительно очень старались понравиться людям, в отличие от РПЦ, которая, в принципе, конечно, не повернута к людям известным местом, поэтому, наверное, поэтому надо запретить. Как конкурентов, да, загасить? Ну, есть логика, действительно, потому что иначе зачем, спрашивается? Ну, что такого они делали? Мне приходилось иметь близкие даже довольно отношения с некоторыми из них. Раньше, правда, это было 20 лет назад и более. Ну, в общем, прекрасные были люди, которые, правда, немножечко были навязчивыми со своими проповедями, но в остальном было все прекрасно. Вот. Ну что, у нас тут в чате основная наша публика собралась, поэтому мы можем смело двигаться дальше, смотреть, что у нас тут из сообщений в Республике Башкортостан. Весна – это время, когда говорят о не только паводках, о чем мы скажем сегодня еще, но и о дорогах. И вот озаботились такие в республике проблемой разделения полномочий по ремонту местных дорог, чтобы перестать, видимо, наконец спорить и начать все-таки ремонтировать их и содержать. Минтранс предлагает оставить в компетенции муниципалитетов вопросы содержания дорог местного значения, что следует из письма за подписью первого замминистра Виктора Жулькова, который написал это письмо в ответ на просьбу издания «Коммерсант». Вступающие с начала 2027 года в силу изменения в законодательство о местном самоуправлении предполагают, что дороги местного значения станут частью региональной дорожной сети, ну то есть перейдут в ведение Минтранса. По мнению участников рынка, это приведет к недофинансированию сельских, районных и городских дорог. Во избежание рисков регионам необходимо как можно быстрее принять законы о передаче местных дорог в ведение муниципалитетов, чтобы они не остались бесхозными. То есть ситуация может ухудшиться, опять-таки, учитывая, что у муниципалитетов все равно денег ни на что нет, тем более на дороги. Каким образом данные изменения смогут помочь жителям сельской местности, я удивляюсь и не могу, конечно же, этого понять. Так, Ну, есть, если честно, ощущение, что это примерно как в учебнике истории, когда ты читаешь, что, знаешь, в Италии прошел Ренессанс, там, я не знаю, глобальные какие-то великие события, а в России при этом в XIX веке, там, я не знаю, освоили двуполье. Вот это примерно из такой же оперы, что мы какими-то такими делами, конечно, занимаемся, как будто мы действительно очень сильно отстаем, мягко говоря, что мы озаботились проблемы разделения полномочий по ремонту местных дорог. Это, конечно, ну так интересно. вопрос, в принципе-то, был так или иначе, ну не сказать, чтобы хорошо отрегулирован, но он был устаканен. Ну, изменения же решили сделать в местном самоуправлении. Где-то вот упраздняют сельсоветы у нас, тут непонятно, то ли оставляют, то ли нет. И поэтому вынуждены теперь, в том числе, этот вопрос заново пытаться решить. Отсюда все вот эти вот качели, назовем их так, перекидывание мяча от одних к другим, потому что никто не хочет брать на себя ответственность
ответственность за это все. Вот насчет ответственности хотелось бы следующую новость у тебя забрать. Это, конечно, переименование улицы в честь Владимира Жириновского. Дорогие друзья, вчера я смотрел, конечно, это было после обеда в Германии, но то бишь это был вечер в Уфе, и сколько процентов? 70 были за. Я понимаю, что, возможно, голосовал хрен знает кто, но тем не менее, да, вернемся. В мэрии Уфы вновь инициировали опрос о присвоении одной из улиц в Демском районе имени бывшего лидера либерально-демократической, напомню, партии России Владимира Жириновского. В прошлый раз, насколько я помню, там впритык, но выиграли те, кто были против. Но вот, тем не менее, какой-то негодяй решил заново данное голосование провести. Собственно, как сообщает пресс-служба Главного управления архитектуры, предыдущий опрос показал значительный разброс мнений, что потребовало дополнительной проработки. Какой проработки, не совсем ясно, но об этом, естественно, никто не напишет. Поэтому решено представить на мнение публики альтернативный вариант, назвать другую улицу между Романовкой и Витошникова именем господина Жириновского. Собственно, и Гражданский союз, и Аспекты, и многие другие паблики выложили это голосование, и понятное дело, что мы дали всем понять в целом отношение к данному решению, но пока что мы проигрываем, что как бы лишний раз говорит о нашей инертности. Вот уже вроде бы, казалось бы, уже все проиграли, и, собственно, уже даже родственников на войну увозят, а все люди не могут собраться даже за такую, казалось бы, мелочь проголосовать. Это очень обидно на самом деле, что так происходит. Ну, как говорится, я не вижу в этом большой беды. Не в том смысле, что оправдываю. Нет, наверное, конечно, Жириновский в этом смысле не должен быть увековечен в Уфе, в Башкортостане, в принципе. Тут есть конкретные тому причины, но невелика беда, скажем тогда, с учетом того, что происходят гораздо более ужасные вещи. Ну, ради бога, какой-то переулок там, я знаю эти места, кстати, о которых ты говоришь, где они теперь решили улицу назвать. Ну, в общем, там не бывает 99% уфимцев никогда. Поэтому эту улицу никто и не заметит, ее существование. Я говорю, понимаешь, я говорю больше про мышцу, что нужно тренировать эту мышцу, что когда Альберт Рахматуллин выкладывает какие-то опросы, нужно, конечно, там, активнее на это реагировать. Когда речь идет о каких-то выборах, да, улица Жириновского в какой-то месте, в котором никто из нас не бывал, да и фиг бы с ним, казалось бы. Но ведь это шанс себя как-то граждански проявить. Почему этим каждый раз мы не пользуемся? Я понимаю, что, может быть, не у всех госуслуги, конечно, есть, там действительно они нужны, чтобы проголосовать, но мне кажется, что такими шансами нужно пользоваться. Может быть. Тут согласен, да. В этом смысле, конечно, проходить мимо не должны хотя бы те люди, кто считает себя неравнодушными и активными. Это же касается всякого рода вещей, связанных с генпланами, всякими общественными обсуждениями. Даже если эти вещи напрямую не касаются конкретного уфимца или выходца из Уфы, то, конечно же, равнодушие здесь неуместно. Согласен. Так, дальше. Что у нас с соблюдением прав и законов? Так себе, да? Четверых полицейских преследуют по уголовной статье. Их арестовали по обвинению в вымогательстве. Что еще могут у нас делать полицейские? Правильно, вымогать деньги. Причем речь идет про 4 эпизода вымогательства организованной группой. Представьте себе, в мае 2025 года оперуполномоченное отдела МВД по городу Октябрьскому создал организованную группу для вымогательства денег у граждан, возможно, причастных к незаконному обороту наркотиков. В деятельность он якобы вовлек 2 коллег по отделу полиции и еще одного человека, который на тот момент еще не был сотрудником органов. То есть еще не успел устроиться в полицию, а уже член преступной группы. А в августе 25-го обвиняемые заблокировали автомобиль с 3 людьми на заброшенной заправке.
Представившись полицейскими, ну, если они таковыми являются, участники группы, как говорится в пресс-релизе, используя электрошокеры и применив к потерпевшим силу, потребовали около 1 300 000 рублей. Буквально кино гангстерское. В противном случае пострадавшим угрожали уголовной ответственностью за незаконный оборот наркотиков. В результате те были вынуждены отдать всего около 200 000 рублей. Суммы какие-то смешные, надо сказать, для наркоторговцев. Деятельность выявили следователи Следственного комитета и сотрудники подразделения собственной безопасности МВД. Руководство МВД инициировало проверку, по итогам которой будет поставлен вопрос об увольнении сотрудников из полиции по отрицательным основаниям. Вот чем живут наши доблестные правоохранители зачастую. Понятно, не все, понятно, не везде, но вот посмотрите, да, то есть обычные способы, скажем так, обогащения личного и ничего больше. Никакой родины, знаете ли, в кольце врагов, никаких пятых колонн внутри. Просто работаем, как говорится, по-черному. Ну, я думаю, что, конечно, МВД требует серьезной переработки, потому что совершенно мне не ясно, кто, собственно, шел в те же 90-е годы работать в полицию, уж простите меня, и с какой инициативой. В целом все плюс-минус понятно, поэтому удивляться нечему. Собственно, если говорить про незаконный оборот наркотиков, так я понимаю, что они поймали, в принципе, каких-то закладчиков, которые, конечно, ни денег, ни мозгов, да и еще наверняка какие-то малолетние товарищи. И очень-очень хочется, честно, вот это такая большая боль у меня, очень хочется, чтобы наконец-то когда-нибудь в России возник хотя бы закон о том, чтобы этих закладчиков не сажали на 7-8 лет. Потому что это, конечно, отвратительно и ужасно, что молодые ребята на это покупаются, на какие-то легкие деньги, с каким-то свертком идут его куда-то закапывать и получают за такую глупость такие огромные сроки. Это ужасно. Вот. Ну, надо сказать же, что статистика неумолима. У нас большинство сидельцев – это наркотические сидельцы. И наверняка вот именно такие, о которых ты говоришь. Ну, то есть, в Да. принципе, случайные люди. Ну, а что на 8 лет делает человек, который просто извините, гашишом прошел куда-то там и его закопал? И я ни в коем случае никогда данное вообще не промышлял и не употреблял, и не оправдываю. Я просто говорю о том, что данное деяние, оно не стоит просто выеденного яйца. И абсолютно. Ну, какой-то травкой там ты закопал, и ты ломаешь себе всю жизнь. В России после тюрьмы ты никто звать тебя никак, и вся жизнь сломана, а садишься ты на 7-8 лет. Ну, это ужас просто, и кошмар, конечно. Да, и вот вопрос вот Азата, как вы относитесь к легализации наркотиков? Двумя руками за Я тоже, наверное, хотя вообще тут не специалист, но раз в цивилизованных странах принимают такие решения, значит, наверное, знают, и врачи на эту тему как-то отвечают, и в целом органы. А ты легко можешь ответить, потому что ты же живешь в Германии, где плюс-минус, тем более еще в городе, который в Европе чуть ли не, по-моему, не самый либеральный сейчас в плане тех же самых наркотиков, да, да, пованивает где-то по углам какой-то там травой, да, что пахнет такими, вот как в детстве вспоминаешь, когда там, не знаю, какой-нибудь кот написал на тряпке, вот оно все вот какой-то вот такой вот отвратительный запах, но в целом, те, кто в Трептов-парке знаменитым хочет там обдолбаться, ну хорошо, вот они там где-то тусуются. Кто не хочет, тот не хочет. Я не вижу здесь никакой проблемы, на самом деле, особенно касаемо легких наркотиков, так называемых, да, может, их и не бывает. Я тут совсем не в теме, но мне кажется, что в целом законодательство вполне себе адекватное в Германии, на самом деле. Соглашусь, вот пока ты говорил, я вспомнил, вот Берлин, да, весь такой либеральный, но я каких-то людей в ужасно измененном состоянии на улице вообще не встречал, да, под действием наркотиков, при том, что тут как бы с ними легко. А в той же Москве или Питере, я помню, такие сцены приходилось наблюдать, где это все запрещено и зарегулировано. Люди, ну, просто вели себя, я не знаю, ну, я даже не буду рассказывать, помню эти ролики, и они в интернете есть.
когда человек, ну просто, я не знаю, что творит там на остановке, условно говоря, только потому, что он употребил какие-то там сверхвещества, возможно, какие-то синтетические и прочее, прочее. Так что вот, да, 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 пусть, конечно же, это будет в том виде, как это в цивилизованных странах применяется. Вот, Наталья пишет, закладчики не всегда молодые, видела своими глазами взрослого дядю. Ну а что, зарабатывать люди, видимо, пытаются любыми способами. Что ж там, у нас Телеграм подыграем, да, режиму. Место, где вербуют. Вот даже наш канал зачастую превращается. Сколько спама там зачастую можно увидеть, когда предлагают какие-то заработки и прочее. Но тут, конечно, я не буду как бы Телеграм винить. Это, в принципе, особенность, скажем так, времени. Убежден, что если бы, например, в Максе у нас такая же движуха была, то и все остальные вещи там тоже были бы по поводу вербовки и так далее. Вот и Азат пишет, в Барселоне тоже легализовано, а адекватных тут больше, чем в России. Ну вот как-то так, к сожалению, да, получается. Ну или к счастью. Конечно, Барселона для меня не показатель всемирной адекватности, когда там, собственно, люди занимают чужие квартиры. И в целом, кстати, наркоманов-то в Барселоне, когда слишком большое количество. Но, да, наверное, можно сказать о том, что тоже почему бы нет. Но Барселона, конечно, совсем веселая. Я бы не хотел, чтобы Уфа Барселоной становилась. Я не знаю, о чем ты говоришь. Вообще не могу комментировать, ничего про это не знаю. Так, к нашим товарищам, в прямом смысле этого слова, потому что про коммунистов надо поговорить. Значит, тут, опять же, это все напоминает грязню пауков в банке, но это очень любопытно и весело. Ну, ничего другого веселого у нас для вас нет. Бюро Рескома КПРФ на ближайшем заседании обсудит заявление бывшего представителя партии в Курултае Рустама Хафизова, того самого зайтника, что у нас как-то в эфире побывал. Член Калининского райкома КПРФ Хафизов призвал распустить региональное отделение из-за нарушений устава и отсутствия подготовки к грядущим выборам. По мнению Хафизова, руководство рекотделения нарушает уставные нормы партии, требующие от Рескома созывать пленум не менее одного раза в месяц. Кроме того, бывший парламентарий обратил внимание издания на многочисленные судебные разбирательства в партии. Тяжбы с участием первого секретаря Рескома Кутлугужина и активистов, не согласных с курсом руководства, ранее происходили не раз, как пишет «Коммерсант». Одного из истцов бывшего в Рио секретаря по организационно-партийной работе Сергея Меркулова бюро Рескома исключило из партии. Рекотделение отозвало из Центра избиркома своего представителя с правом совещательного голоса Андрея Ларионова, еще одного представителя внутрипартийной оппозиции. Прям такие 30-е годы сталинские вспоминаются, да? В общем, весело. Хотя я бы на месте Хафизова просто задумался, а почему Реском КПРФ себя так ведет? Почему ему не нужно себя по-другому вообще вести? Просто потому, что от активности Рескома ничего не зависит. Все зависит от того, как решат в администрации главы республики или даже выше, смотри, главы государства. Вот и все. То есть тут надо ему вопросы задавать не Кутлугужину со своими партнерами, а Путину буквально, во что он превратил политическую систему. Вот если бы так понимал вещи Хафизов, наверное, можно было бы, как говорится, поаплодировать даже. Но нет. К Если бы сожалению, Хафизов Если бы что? Хафизов хоть что-нибудь понимал, наверное, он бы с митингом в поддержку Мадуро бы не выходил и И какие-то такое посты было, бы не да. писал. Но, к сожалению, Хафизов, ну, как и другие члены КПРФ, они совершенно оторваны от жизни, а в целом, ну, и словом, идиот здесь вполне себе уместно. Поэтому, собственно, они занимаются проектом «Дом-2», и вот у них какие-то бесконечные срачи происходят на протяжении всего этого времени. Кстати, другие партии, я ни разу не слышал ни про Сухарева ЛДПР, ни про, я уж молчу про «Справедливую Россию», про другие партии.
Про «Единую Россию» я один скандал слышал, так и то он был 100 лет назад, и, собственно, этот скандал, он никогда не выходил в медийку. Это про там, Ахмадинурова и его любовницу, которая мандат в свое время просила, году в 19-м. Ничего не слышно, и только одна партия с утра до ночи появляется в медийной повестке тем, что они опять там то кто-то подрался, то кто-то посрался. Вот это КПРФ. Ну вот, товарищу Кутлугужину, конечно, может быть, действительно пора уже из заслуженного такого образа колхозника идти на пенсию, но тем не менее там какой-то бардак происходит регулярно. Да. Ну, в общем, на самом деле, если смотреть как бы дальше, обратиться к выборам, которые у нас, так сказать, состоятся в сентябре, действительно, коммунисты, ну, имея все-таки некий потенциал, могли бы что-нибудь такое организовать, я не знаю, какую-то кампанию, может быть, да. Ну, вот если добра нет сверху, если нет сверху указаний, они этого делать, видимо, не хотят и не будут. Поэтому чего ждать хочет от них Хафизов? Это вопрос остается риторическим, без ответа. Хафизов просто пиарится, есть такое ощущение, а единственная партия, от которой я бы, может быть, в теории что-нибудь ждал, это партия «Яблоко». Но, тем не менее, к большому сожалению, насколько я знаю, Кристина Абрамичева делает все для того, чтобы не светиться и не участвовать в какой-то борьбе, ожидая, когда оно все само рухнет. Ну, для меня это непонятно, я совершенно не понимаю, зачем тогда заниматься этой партией. Потому что по моим данным и данным каких-то политологов уфимских, вполне себе при активной работе даже 10% это вполне себе реально. Ну, почему это не происходит, почему люди ничего не делают, я понятия не имею. Потом придут к нам, будут давать очень милое интервью про то, что вот мы вот сидели в засаде и ожидали, пока все это закончится. Я не понимаю. Но, собственно, мне никто не ответит, потому что человек на интервью к нам не ходит, потому что тоже как бы опасается. Ну, у яблока и проблемы наверху есть, конечно, поэтому, может быть, там не дано разрешение, опять же, сверху, как так, черт Безусловно, его да, знает. возможно, и это. Кстати, Так, хотел бы два слова сказать по поводу вчера. Да, вчера произошел небольшой инцидент с Ишмуратом, да, Хазраем, где мы обсуждали какие-то его высказывания. И да, естественно, этим не могли не воспользоваться некоторые такие радикалы, которые сразу же меня помыли в известных собственно, местах, но тем не менее, я с самим Ишмуратом вчера списался, мы мило поговорили и, собственно, как обычно, естественно, пришли к общему знаменателю, и друг друга поняли. Вот как бы пока вы пишете о том, что мне надо, там, я не знаю, ну, какие только я вчера слова не слышал про себя, что мы там семья свиней, все русские там должны куда-то там поехать. Сам Ишмурат, которого они защищали, вполне себе со мной в приятельских отношениях находится, и мою мысль касаемо того, что, может быть, чересчур говорить о том, что атеисты просто ничего не понимают, это все было понято, принято и тепло воспринято. Поэтому, собственно, всем удачи, как говорится. ну вот это прямое доказательство моей правоты, скажу нескромно я. То есть, когда ты общаешься, не ты конкретный, а вообще любой нормальный человек общается, задает друг другу вопросы, ведет дискуссию, в итоге можно приходить к замечательным результатам. Вот, Мне кажется, как в сказал... принципе, ничего плохого в дискуссии нет. Ну, то есть есть Женя Коноплин, который периодически задается какими-то вопросами. На них он хочет получить какие-то ответы. Для меня Шмура в том числе это какая-то и политическая фигура тоже. Потому что он участвует в стримах с Регулион, он занимается активно какой-то гражданской деятельностью. Почему у меня не может быть к нему вопросов? Почему мы такие закрытые, замшелые? Вот он русский, а он задает нашему вот вопрос, а он не должен задавать вопрос, пускай русских спрашивают. Я объективно готов спрашивать всех и со всех. Да, то есть, как бы, тут мне не нравится улица Жириновского, тут еще что-то не нравится. Я не понимаю, почему мы вот еще даже не придя к власти, еще даже не разговаривая об этой власти, уже любой плюрализм мнений пытаемся уничтожить, и тем более по национальному признаку. Совершенно осуждаю, не понимаю. Мне кажется, что это
Единственный путь наверх любого вообще образования под названием там будущее государство, нынешнее государство, это разговаривать, спорить и отвечать на неудобные вопросы. Почему мы так боимся, собственно, и почему публика так жестко реагирует периодически на какие-то такие дела, я совершенно не понимаю. Часть публики, давай все-таки уточним, нельзя Конечно, говорить да. так обо всех наших зрителях. И вот в подтверждение твоих слов напомню, что вчера примерно об этом мы говорили с Илюзой Мухамедьяновой, замечательной социальной исследовательницей, уроженкой Башкортостана, в программе «Аспекты мнений» у нас на канале. Посмотрите, если вдруг пропустили. Мне кажется, вот в том числе и вот эти вопросы мы неплохо там затронули. Но еще более в подтверждение этих тезисов я скажу, что завтра же, да, в среду, вечером в 20:30 по уфимскому времени мы планируем интересный формат, я надеюсь, что интересный формат, э, широкого, скажем так, представительства разных мнений в одном эфире. У нас будут Айгуль Леон и Ростислав Мурзагулов. Это дебаты будут или просто совместный Ну, стрим? как дебаты мы это не презентуем все-таки, потому что вроде как каких-то заявленных позиций для дебатирования никто из них не озвучивал. Наоборот, мне кажется, это будет нечто по поиску какого-то такого единого базиса, я бы так сказал. Посмотрим. В общем, не пропустите. По-моему, кто-то даже просил о таком формате у нас в чате. И вот, пожалуйста, мы, соответственно, действуем. Ну и, конечно, опять же, заранее могу анонсировать, очень хотелось бы выздороветь, быть в более-менее форме и провести в пятницу стрим с Тимуром Умеровым, экспертом, выдающимся по Центральной Азии. Мы в целом, наверное, я так понимаю, Ибрагим Рабах-то готов, вот мне бы еще немножко подвыздороветь, и да, готовы запуститься. Вот, да, программа ну, авторская, я так скажу, наверное, даже Жени и Ибрагима может начаться вот-вот. Так что следите за анонсами. Ну а мы дальше идем. Так, коммунистов мы разобрали. И вот Давай, что да. все-таки важно и беспокоит. Активисты башкортостанского проекта, который называется «Чужая война», и он вел подсчет погибших на войне в Украине, как и мы, но вел даже, я скажу, ну, более оперативно, что ли, как минимум. Так вот, эти активисты сообщили о закрытии этого проекта из-за давления, которое оказывается, в частности, на их родственников. И вот цитата. Все это время администрация канала находилась за пределами России, что позволяло нам говорить открыто. Однако спецслужбы РФ уже давно ведут на нас охоту, и сейчас давление на наших родных и близких, остающихся на территории республики, перешло все допустимые границы. Мы не имеем морального права продолжать работу, ставя под удар безопасность жизни дорогих нам людей, сказали неизвестные нам, правда, авторы данного канала. Надо сказать, что это само по себе, конечно, и печально, и возмутительно. Тут все понятно и очевидно. Но я, вот уж каюсь, да, я не знаю вообще, кто все-таки за этим каналом стоял и, может быть, до сих пор стоит. У меня даже были мысли, что это, возможно, какие-то украинцы. Почему нет? Не знаю, не могу ни то, ни другое доказать. Я знаю лишь одно, что в любом случае их деятельность была полезной, в том смысле, что они давали правдивую информацию о том, сколько же у нас выходцев из республики гибнет. Нам, например, было проще свои данные как-то собирать, анализировать с помощью их данных. Вот то, что имеем, то и, как говорится, сообщаем. Вот. Дальше будет, наверное, сложнее, соответственно, с этими данными работать, но это не значит, что мы хотим перестать это делать. Конечно же, важно сообщать о том, сколько же у нас гибнет выходцев из республики. Ну, украинцы не украинцы, но понятное дело, что там было достаточно волонтеров, которые производили весь этот подсчет. А у нас, как вы видите, вы все наши лица, так сказать, знаете, да, и у нас нет возможности оперативно искать всю эту информацию, поэтому, конечно, это большой удар, собственно, и по всем, что
мы теперь не будем иметь доступ к потере нет, или как это называется. Поэтому, собственно, конечно, это большая утрата. Ну и тут риторический вопрос о том, что, Руслан, ну, как бы, а что будет, да, когда, собственно, попытаются надавить на нас, даже находясь в эмиграции, и какие методы предпринимали, собственно, силовики в борьбе, вот не знаю, да, но слава тебе, Господи, на нас пока это не распространяется, мы спокойно дальше говорим все, что думаем. Так, интересный должен быть разговор, писал Азат, видимо, имея в виду Леон и Мурзагулова. А дальше он спрашивает, вы видели карту потерь России онлайн? Это И, «Медуза», которая, да? Если я ничего не путаю. Ну, «Медузы» видел неоднократно. и как бы, наверное, нетрудно это увидеть. А вопрос к чему? Как бы понятно, что потери большие. А то, что Башкортостан в лидерах, ну, тоже как бы это, да, очевидно. Это все в курсе. Именно так. Так, ха-ха-ха. Не жди меня из Украины, там вся инфа, пишет Бабовна. И вот есть ресурсы, есть, как бы, да, понятно. Но, опять же, вот мне всегда было сложно и остается сложным кого бы то ни было, что бы то ни было комментировать, особенно если я не знаю, кто за этим стоит. Ну вот сложно. Мне очень любят некоторые люди писать, особенно в соцсетях, там в телеграммах, уберут аватарку, придумывают какой-то ник и пишут. Некоторые прям переходят уже на общение, значит, личное. Я даже порой забываясь, начинаю общаться, а потом думаю, боже мой, я вообще не знаю, с кем я имею дело. То есть никаких данных верифицировать невозможно. И, в общем, я понимаю, что это неправильно. То есть они знают точно, кто я, они знают, с кем они говорят, с человеком публичным, который ничего не скрывает, а я, значит, говорю с анонимом. И вот все, я в этот момент осознаю и перестаю, как говорится, как минимум вопрос задаю, а вы кто, собственно, хотя бы. Слушай, И ну, у вот меня когда вчера, про эти каналы мы кстати, говорим, я не знаю никого, и мне так сложно адекватно оценивать, конечно. Да. у меня вчера была мысль, а вот эти все пранки, которые проходили в школах, когда там, я не знаю, собственно, вот этих вот работников, да, системы заставляли какие-то а, праздновать там 5 тысяч, 9 тысяч погибших, да, вот эти все акции. Я насколько понимаю, возможно, и тоже те же ребята делали. И вот эта часть работы была вообще выдающаяся. Каждый раз на такой натыкаться, когда в школе там или где они проводили данные акции. А насчет того, что ты говоришь, ну, конечно, постоянно тебе пишут какие-то непонятные люди с никами на английском, но слушайте, ну война идет, да, и периодически даже какие-то фейки можно оправдать, потому что иной раз они так прекрасно слеплены, а проверить это, ну опять же, не представляется вообще никак возможным. Ну как вы себе представляете, что в госорган позвонит Жене Коноплинской, сказать, здрасте, независимая журналистика, ответьте на пару вопросов, ну, конечно, меня пошлют в известном направлении. Поэтому, да, это, безусловно, вот отсутствие нахождение территориально в Уфе, оно сильно вредит качеству. И да, и приходится общаться неизвестно с кем. Согласен. Так, ну и вот про Уфу. У нас мы сегодня упоминали, да, вот эти вот гражданские вопросы активности, точнее ее отсутствие скорее. Вот, и так или иначе итоги подведены, видимо, вот этого обсуждения генплана, что прошло практически незамеченным в публичном поле. И сайты об этом пишут. Например, УФА-1 сообщает, что мэрия вновь заявляет о наполеоновских планах соединить непрерывной трамвайной магистралью север и юг башкирской столицы. Значит, во время общественных обсуждений горожане бросились предлагать альтернативы, но практически все они были отметены чиновниками. Например, отклонены предложения горожан о строительстве метро и ряда других объектов. В ответах на обращение отмечается, что учитывать такие инициативы нецелесообразно. Основным видом общественного транспорта в новом генплане определен электротранспорт. Кроме того,
для развития транспортной системы задействуют и существующую железнодорожную инфраструктуру. В общем, друзья, тут ничего нового вообще, судя по всему, нет. Это давно забытое старое, много раз обсужденное и перетряхнутое, в общем-то, планирование. Вот точно могу сказать, еще при Елалове, который ушел в отставку с поста мэра в 2018 году, так вот еще при нем эти вещи ровно так же на полном серьезе обсуждались. Но с тех пор прошло почти 10 лет и ничего не сдвинуто, поэтому какой смысл все эти генпланы обсуждать, принимать? Начинаешь в этот момент осознавать, что правы уфимцы, которые равнодушно на это смотрят со стороны. Ведь это все пустое сотрясание воздуха получается, что ли. Какой может быть трамвай? Текущие линии отремонтировать вот в этом году обещают. Посмотрим, как справиться вообще. Если хоть что-то получится, ну тогда можно будет сказать, да, ребят, как бы давайте все-таки соберемся с силами и как-то дальше будем двигаться. Но что-то мне подсказывает, что даже текущие планы на ремонт могут быть сорваны, и мечта построить новую линию с севера на юг, она останется уделом будущих поколений, когда наступит новый мир на этой земле. Как-то так. Ну да, это добавить нечего в целом. Ну, кстати, я сам тогда добавлю, потому что на эту же тему немножечко пишут пруфы. Это уже более реально, и это вот оно здесь, вот завтра люди почувствуют, скажем так, на себе, особенно те, кто водит автомобили. Количество платных парковок увеличится в 3 раза в центре Уфы. Проект, который состоял из 9 улиц всего лишь, теперь, значит, прирастает. С 15 мая, вот уже через неполных 2 месяца, количество улиц платных станет больше. Некоторые из них мне очень близки и хорошо знакомы. Например, это Гоголя на всем протяжении от Закива-Лиди до Достоевского. То есть даже тихий уголочек, где находилась раньше наша редакция, тоже станет зоной платной парковки. Там, надо сказать, было очень сложно. У нас гости, когда приезжали на эфиры, особенно после обеденные, они всегда беспокоились, а что там с парковкой, и спрашивали, а можно ли как-то помочь с этим. К сожалению, помочь с этим было, как правило, нельзя. Вот, и люди мучились и даже задерживались с приходом на эфир, потому что не могли найти место. Ну, это не касалось чиновников каких-то. Чиновники, они же с личным водителем, он их высаживал у входа в гостиницу и дальше уезжал там куда-нибудь. А когда Хабиров приехал, так там вообще устроили целый спектакль и расчистили всю территорию. Но это другая история. В общем, парковок платных будет больше, дорогие автолюбители. И надо быть к этому готовыми. Соответственно, для добросовестных граждан, для пешеходов, в частности, жить в центре станет комфортнее. Потому что платные парковки, в конце концов, упорядочивают движение, кто как бы к этому не относился. Ну да, в целом там и суммы всегда назывались довольно демократичные в плане того, сколько это стоит припарковаться. Ну, 40 рублей час был. Я вроде как не слышал, чтобы повышение было. Это очень дешево, даже по уфимским меркам. Да, поэтому я думаю, что вполне все адекватно. На самом деле, вот уж тут мне, наверное, сказать нечего. С точки зрения того, что никаких проблем я в этом не вижу, на самом деле. Ну, так Пускай. это, да, это вот то, о чем можно сказать, что молодцы, давно пора. И как-то адекватно шагать с... Причем и сумму можно повысить, причем раза в 3, наверное, даже. Почему нет? Хотя, конечно, если вспомнить, сколько люди платят за одну только квартплату, становится грустно. Но тем не менее. Ну, Поэтому, автолюбители, уж извините, это привилегированная каста. Надо это осознать. Если человек может себе позволить машину, значит, он себя автоматически вносит как бы в разряд людей, которые готовы нести дополнительные затраты. И как бы нужно действительно быть готовыми их нести. Потому что автомобиль в данном случае это, ну, как бы роскошь, излишество, скажем так, это в современном городе. Вот. В Уфе, конечно, есть проблемы с транспортом, и альтернативы зачастую личному автомобилю даже и нет. Но в любом случае автолюбитель обязан быть более ответственным и готовым платить больше, чем условная бабушка, у которой нет машины. Вот. Потому что как бы автомобилист у этой бабушки
своим присутствием даже отнимает часть жизненного пространства. Это тоже надо осознать. Когда это осознание приходит, даже люди, сами являющиеся автомобилистами, с большим пониманием относятся к тому, что их права, ну, скажем так, регулируются как минимум. Не буду говорить ограничиваются, но регулируются. Вот. Что у нас? У нас заканчивается и время, и содержание. Надо сказать, что в Башгидрометцентре сообщили о том, когда же вскроются реки в республике. Учитывая, что температура все чаще уже в плюсовой зоне, вскрытие рек бассейна Белой ожидается в конце марта, в первой декаде апреля, на 4-5 дней раньше нормы. Это сообщение Башгидромета. Рек Сакмара и Большой Ик раньше нормы ожидается на 5 дней. Максимальные уровни, близкие к норме, на степных реках... то есть в целом максимальные уровни, близкие к норме, это по всем рекам. А вот на степных реках выше нормы на 20-60 сантиметров. На Белой у Уфы уровень составит 640-740 сантиметров. При их прохождении есть вероятность подтопления Уфы и населенных пунктов в поймах горных и степных рек, сообщил Алексей Перонко. Видимо, это некий начальник данного управления. В общем, с 23 марта по 1 апреля средние температуры выше на 6-8 градусов от нормы. Поэтому надо сказать, что теплый период наступил уже. И да, об этом в чате даже у нас писали, что днем до плюс 8. Эта температура больше свойственная первой декаде апреля. Я тут согласен. Наверное, люди начинают уже и... Интересно, да, как на эту тему пишет Башинформ, и как на эту тему написали мы, да, когда мы пишем сразу же в зоне риска более 86 тысяч человек, крайне напряженная ситуация с весенним половодьем прогнозируют в Башкортостане. Под угрозой затопления 22 тысячи домов и в 313 населенных пунктов, сообщили в региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям. Власти республики заявляют о готовности к половодью, обещают развернуть 334 пункта временного размещения, однако их вместимость 45 тысяч человек покрывает примерно половину от числа людей в зоне риска. В общем, ожидаем проблем различных или, может быть, справимся. Но, в общем, конечно, все не так, как пишет Башинформ, что, мол, все хорошо. Может быть, вполне себе проблемы, да, и, собственно, те прогнозы, которые я вчера читал, они такие настораживают, мягко говоря. Есть риски, конечно. Вот опять же, резкое тепло, о котором мы говорим, это как раз то, что приводит чаще всего к резкому подъему воды, поэтому будьте внимательны. И Бабовна вот пишет по поводу автомобилиста, который отнимает пространство жизненное. Отнимает, это точно. Шлагбаум и рядом снег почищен, а в 2 метрах сугробы. Приходится перелезть под шлагбаумом, чтобы пройти. Ну, это вот таких примеров, мне кажется, у каждого в жизни хоть отбавляй, безусловно. Вот. И как-то люди привыкли к тому, что это типа норма, но это не норма. То есть действительно автомобилист зачастую оказывается автоматически в более привилегированном положении, потому что он, видите ли, смог себе позволить купить автомобиль. Хотя если посчитать внимательно, даже вот эти там 4 квадратных метра, которые он занимает для парковки машины во дворе, это ведь квадратные метры, оплаченные из кармана всех жителей этого дома и этого двора. Но не у всех жителей есть машина, которая использует эти квадратные метры. Где справедливость? А ее тут нет. Поэтому любой автомобилист должен сам позаботиться о том, где он хранит свой автомобиль. И он должен за это платить в той или иной форме. Вот я здесь, например, плачу ежемесячную аренду за это. И понимаю, почему это справедливо и почему иной подход неправильный. В общем, вот как-то так. Ну, а мы заканчиваем, что ли? У нас Ой, да, новости точно, надо кончились, и мы... заканчивать. Дорогие друзья, 21 лайк — это несерьезно, надо поставить перед
окончанием лайки и по окончанию трансляции также поставить, написать какие-то комментарии. Совершенно неважно, какого содержания, в общем-то. Но, тем не менее, это продвинет нашу трансляцию, это очень важно. Поэтому, пожалуйста, обратите Не на это внимание. стесняйтесь, да, и не скромничайте, совершенно верно. Спасибо за внимание. Сегодня мы в эфир вроде как больше не выходим, но вот завтра, как я сказал, ожидается довольно любопытное мероприятие. Но это уже завтра. А пока всем хорошего дня и пока. И здоровья. Ага, пока-пока.